Бахтыгуль заразилась ВИЧ-инфекцией 10 лет назад. Каждый год проходит через интенсивную терапию. Есть еще одна большая проблема. В обществе к ВИЧ-инфицированным относятся с опаской. Их не берут на работу, а детей кормить надо. Причины больше, наверное, психологические, потому что есть и усталость от каждодневного приема препаратов. Есть усталость. Есть причины побочных эффектов. На сегодняшний день, конечно, мы принимаем таблетки более инновационные, которые не предоставляют, щадящие, и нет только побочек, как было раньше, допустим. На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 7264 ВИЧ-инфицированных. Из них 7-я часть на стадии СПИДа. В группе риска в первую очередь наркозависимые и люди с безответственным отношением к себе и к своему здоровью. Сейчас люди начали понимать, что ВИЧ – опасное заболевание. Самое страшное, что симптомов этой болезни нет. Они появляются до года. Вирус иммунодефицита человека впервые был выделен из лимфоцитов пациента в 1983 году группой ученых под руководством Люка Монтанье. Одновременно аналогичный вирус был получен в лаборатории США. В 1987 году заболевание было названо ВИЧ-инфекция. ВИЧтин саны аябай өсүп баратат. Ошондо 100 кишинин ичинде жок дегенде бирөөсүндө чыгат. Бирок өз убагында билсеңиз, дарылансаңыз, өзүңүзгө зыян тийбейт. Мындай ден соолук үчүн баланы да төрөсөңүз болот. Эч кимге бул вирусту жуктурбай каласыз да. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө тесттениш керек. Специалисты утверждают, что государство ежегодно выделяет огромные деньги на борьбу со СПИДом, но количество инфицированных неуклонно растет. Необходимо проводить работу с населением. Бахтыгуль Чуманов, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.